В современном мире высокоскоростных технологий автомобилем пользуется практически все население Земли, в связи с чем стремительно увеличивается количество машин на дорогах, что в свою очередь, к сожалению, влечет за собой множество аварий. По словам религиозных деятелей, одна из основных причин всех бед на дороге – это нежелание водителей уступать друг другу. Последствием несоблюдения правил дорожного движения и невнимательности на дороге порой становится человеческая жизнь. И для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, проводятся такие встречи. Выпускник автошколы Евлой Абдурахман Имагожу считает, что для него эта беседа имеет большое значение, так как он будущий участник дорожного движения. Среди водителей бытует ошибочное мнение, что представительница прекрасного пола не умеет водить. Эсет Ганиева 2 месяца назад пришла в автошколу и постаралась развеять этот стереотип, завершив полный курс обучения. Она считает, что водительские навыки пригодятся ей во всех случаях жизни. У меня было такое желание вот с детских лет, мне кажется, это для любой женщины не лишнее, водить, учиться, пригодится всю жизнь, наверное, поэтому и на работу, чтобы сама ездила, и с работы. Религиозные деятели неустанно повторяют, что, управляя транспортным средством, водитель должен отдавать себе отчет в том, какую огромную ответственность он несет перед Всевышним. И если по его вине в ДТП кто-нибудь погибнет, то это все равно, что целенаправленно убить человека. Programmada adaqsana azul tatar diye qiymeş samu bisto yalmak doja azul ve latij do azdon diye ashan qalır dinin qiymetini hatun qalır var saqalır az mel çolğ mel az azib doluj de mesek vir az khaldon diye ya kayna qiyet bari ha da yesdari ha şeyl da haqiqetim bi mitigi hiqi ben istulqa ehtu khubari taberka dadari ha an sana başqa mitigi qiytani o yer. Как показывает практика, основные причины аварий в нашей республике остаются все теми же. Это превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД приводят печальную статистику дорожно-транспортных происшествий за последние 3 месяца. В сегодняшний день в республике у нас зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий. У нас 15 человек погибло и 103 человека ранено. К сожалению, с аналогичным прошлым периодом у нас идет рост показателей по 3. То есть и ДТП, и погибшие, и раненые. Инициаторы и организаторы этой профилактической беседы уверены, что проведение подобных встреч будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий среди начинающих водителей. И главное помнить простое правило – тише едешь, дальше будешь. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.